узнаете, как создавать визуальные эффекты лучше, чем на 99% других подобных каналов. И что самое главное, вы узнаете, как превращать просмотры под этими видео в реальные деньги без подключения официальной YouTube монетизации. Нет, даже не так. Я покажу, как превратить такой канал в прибыльный бизнес, который может генерировать шестизначные суммы в месяц практически на автопилоте. И перед тем, как мы перейдем к практическим шагам, я хочу сказать, что мы будем использовать много разных бесплатных нейросетей и очень длинных промптов для них. Поэтому я собрал Google документ со всеми этими ресурсами, которые вам понадобятся для работы. Тут будет все: ссылки, промпты и шаблоны. Поэтому вы их сможете просто копировать и вставлять, чтобы легко создавать видео не только в этой нише, но и в любой другой. Найти этот документ можете под видео, отблагодарить меня можете всего лишь лайком, ну или еще подпиской на канал. А теперь приступаем. Первое и самое важное, что вам надо сделать при создании нового канала, это выбрать хорошую нишу. Этот канал, о котором я вам говорил ранее, набрал миллионы просмотров в нише, которая не становится популярной только-только сейчас. Она популярна уже очень давно. Такие ниши обычно называются вечно зеленые. В них вы можете публиковать ролики годами и получать при этом хорошие просмотры постоянно. А это как раз то, что мы хотим. Если говорить конкретно про этот канал, то здесь публикуются философские ролики, в которых обучают людей, как улучшить жизнь. Что, по моему мнению, является одной из лучших ниш, потому что люди всегда будут заинтересованы в том, как им совершенствоваться и прокачиваться. И да, вам не обязательно делать ролики именно вот в этой нише. Можно выбрать что-то похожее и, например, снимать ролики про тот же стоицизм, про психологию. В общем, обо всем, что связано с саморазвитием. Это обычно хорошо работает. Итак, после того, как мы выбрали нишу, надо создать и правильно настроить наш канал. Начнем с названия. Оно, конечно, не повлияет на просмотры видео, поэтому, чтобы не тратить много времени, мы даже на этом шаге будем использовать нейросеть ChatGPT, чтобы он нам сам придумал название. Для этого впишите в поиск YouTube ключевое слово вашей выбранной ниши, желательно на английском, и найдите популярные каналы по этой теме. Например, вот, как я вам показал немного ранее. Скопируйте его имя и попросите ChatGPT сгенерировать похожие имена для вашего канала. Чтобы вам было проще, я подготовил для вас подсказку, или же это называется промпт, который вам надо скопировать и вставить в ChatGPT. Этот промпт вы найдете в Google документе, который я ранее упоминал. Мы его копируем, вставляем в ChatGPT, и вот сюда мы вставляем название YouTube канала, уже успешного канала в вашей нише, и нажимаем «Сгенерировать». И ChatGPT выдает нам список из 10 вариантов имен, которые вы можете использовать для вашего канала. Мне, например, нравится вот это. Ну а теперь самое время создать YouTube канал. Для этого идем на YouTube, кликаем на фотку вашего профиля в правом верхнем углу экрана. Здесь вам надо нажать «Сменить аккаунт» и дальше посмотреть все каналы. И, естественно, нажимаем на одну единственную кнопку «Создать канал». Здесь вы увидите два окна: имя канала и юзернейм канала. Имя канала будет видно, когда люди кликнут на ваше видео и будут его смотреть. Поэтому сюда мы просто вставляем имя, которое нам сгенерировал ChatGPT. А вот юзернейм — это уже уникальное имя вашего канала. Два разных канала не могут иметь одинаковый юзернейм. И на самом деле это, друзья, не столь важно, потому что люди этот юзернейм будут видеть только когда перейдут на ваш канал. Поэтому можете вписать сюда все, что угодно. Главное, чтобы это имя было свободным. И теперь просто нажимаем «Создать канал». Канал создан, но над его оформлением надо еще поработать, чтобы он выглядел как канал прям вот профессионального бренда. И начнем с изображения профиля, которое мы тоже создадим с помощью нейросети. И да, раз мы хотим использовать бесплатные нейросети, то для создания изображений нам отлично подойдет Leonardo. Перед тем, как я вам покажу, как бесплатно создать аккаунт в этой нейросети, нам понадобится промпт, с помощью которого мы сможем сгенерировать идеальную картинку для профиля нашего YouTube канала. Если мы посмотрим на канал из нашего примера, то, как видите, он использует какие-то логотип с какими-то рандомными символами. Не знаю, это что ли философские символы, поэтому давайте сделаем что-то похожее. Я уже давно заметил, что самый лучший способ создать промпт, то есть подсказку для генерации изображения, это использовать для этого именно ChatGPT. Так как я проделал большую работу, готовясь к этому видео, то я подготовил для вас промпт, который каждый из вас может использовать. В документе вы можете найти это в этом разделе. Все, что вам надо сделать, это в эти скобки вставить параметры вашей выбранной ниши. Вот, например, я хочу, чтобы картинка профиля была навеяна, я вставляю в моем случае философскими символами и тайнами, потому что, опять же, мы выбрали нишу, связанную с философией. Теперь все, что нужно сделать, скопировать промпт и вставить его в ChatGPT и нажать «Сгенерировать». И, как видите, ChatGPT выдает вам готовый промпт для нейросети Leonardo на английском языке. Да, Leonardo
это лучше понимает английский язык. И именно поэтому мы попросили ChatGPT создать промпт сразу же на английском языке. Мы указали это вот здесь. Теперь все, что нам остается сделать, это создать аккаунт в нейросети Leonardo. Для этого нажимаем Get Started и создаем аккаунт с помощью Google почты. Для этого советую использовать бесплатный сервис генерации Google почт под названием EmailNatter. Здесь мы убираем все ползунки, нажимаем сгенерировать почту, мы ее получаем, копируем, вставляем в Leonardo, жмем продолжить, придумываем пароль, жмем создать. Дальше вам высылают код на почту. Мы возвращаемся на EmailNatter, нажимаем Go. Здесь нам приходит код, мы его копируем, вставляем, и аккаунт создан. Теперь в этом аккаунте мы каждый день получаем по 150 кредитов, которых достаточно, чтобы создавать изображение бесплатно. Для этого мы нажимаем вот на кнопочку Image, копируем тот самый промпт, который нам выдал ChatGPT, вставляем его в это поле и нажимаем создать. И через несколько секунд мы получаем реально крутые изображения для нашей аватарки YouTube канала. То, которое понравилось, мы просто скачиваем, нажимая на эту маленькую кнопочку. Теперь возвращаемся на наш YouTube канал, нажимаем на наш профиль Творческая студия, дальше жмем настройки канала и вот сюда загружаем фото профиля. Все есть, подгоняем по размеру, готово. Наш канал практически готов, и перед тем, как мы перейдем к созданию первого видео, нам надо добавить описание канала, которое многие люди пропускают, не зная, что оно упростит поиск вашего канала. Просто указав тут ключевые слова, YouTube с большей вероятностью подхватит ваш канал и покажет его тем, кому интересны эти темы. Для этого воспользуемся ChatGPT, копируем готовый промпт в моем документе, вставляем в ChatGPT и вот здесь пишем нишу вашего канала. Написано «Канал посвящен» и вписываем нишу. В моем случае это философии. И отправляем. Получаем описание, копируем и вставляем в описание канала и нажимаем «Опубликовать». Да, название и описание канала мы пишем на английском, и в целом наши все ролики тоже будут на английском, потому что в целом англоязычной аудитории намного больше, чем любой другой, и здесь намного проще набрать больше просмотров и с них, естественно, больше заработать. За 12 лет заработка на YouTube я перепробовал кучу ниш, в том числе и на английском языке. Вот, например, доход одного из англоязычных YouTube каналов за 2 года — $80 тысяч. И это YouTube каналы не только с длинными, но и с короткими видео, которые я создаю полностью с помощью нейросетей и зарабатываю с них 5 разными методами. Весь этот опыт я упаковал в 4-дневный мастер-класс, доступ к которому может получить каждый из вас по ссылке под видео. Там я рассказал, как создавать вирусные ролики не только для YouTube, но и для любой соцсети, какие нейросети для этого использовать, как зарабатывать с абсолютно каждого просмотра с помощью партнерских программ и как зарабатывать не публикуя, а создавая видео другим людям с помощью нейросеток. Более подробно о программе мастер-класса вы можете узнать в бесплатной 15-минутной инструкции, которая ждет вас под этим видео. А мы возвращаемся к оформлению нашего канала, и нам остается последний шаг — это сделать баннер канала. Для этого мы просто заходим на сайт Canva, быстренько создаем здесь аккаунт, в поиске пишем YouTube баннер и выбираем из этих шаблонов абсолютно любой, который вам понравится. Мне вот, например, этот понравился. Смотрите, чтобы под баннером не было вот этой плашки платный, а вот здесь нету, значит можно бесплатно его использовать. Нажимаем изменить и вставляем сюда название вашего канала. Снизу можно, например, указать нишу философия и быстренько его сохраняем, нажимая скачать. И теперь на ютубчике нажимаем загрузить. Все, готово. Здесь, друзья, не надо много ничего выдумывать, потому что никто не будет больше подписываться и смотреть ваши видео только лишь из-за баннера. И теперь переходим к, пожалуй, самому важному шагу во всем этом процессе, в котором, как я вижу, все каналы допускают ошибки. Это идея. Обычно авторы берут какую-то рандомную тему, просто услышав что-то в ТикТоке или YouTube шортсах, и начинают по этой теме делать видосы, не проанализировав, есть ли у нее потенциал набрать кучу просмотров. И все, что нам надо сделать, чтобы эту ошибку не допустить, это просто посмотреть те ролики, которые уже залетели на миллионы просмотров. Потому что вирусный ролик не имеет ничего общего с удачей. Это стратегия. Поэтому, если какая-то тема стала вирусной однажды, это обязательно повторится в большем или в меньшем масштабе. Самый простой и лучший способ, который я нашел для поиска хороших идей, это открыть популярные каналы в вашей нише, отфильтровать их ролики по популярным, и фильтруя ролики именно таким образом, вы можете найти много тем, которые потенциально могут залететь на много миллионов просмотров. Теперь выбираем
одно любое видео из популярных. Например, вот это. Копируем его название и просим ChatGPT сгенерировать похожее видео на эту тему. Таким образом, мы не будем тупо копировать идею, а создадим что-то похожее и уникальное, что уже доказало свою эффективность. Для этого просто копируем вот этот вот промпт из моего документа, вставляем его в ChatGPT и где тема, вот в эти скобочки, мы вставляем название ролика, который мы скопировали. Нажимаем «Сгенерировать». ChatGPT выдаст вам одно или несколько идей. Давайте проверим, как это вообще переводится. Вот выдал. Вставляем это все дело в переводчик. Вот, друзья, мне кажется, это реально прикольный вариант. Как получать послание от вселенной. Судя по всему, это может реально заинтересовать очень много людей. Звучит интригующе. Итак, у нас есть каналы идеи для видео. Теперь перейдем к написанию сценария для вирусного ролика. Очевидно, мы не будем его писать сами, потому что наша цель — создать это видео с помощью бесплатных нейросетей. А это значит, что мы не можем использовать большую часть нейросеток по написанию текстов, потому что они либо очень плохие, либо супер-супер дорогие. Однако есть нейронка DubDub, которая позволяет писать реально классные сценарии прямо вот для вирусных роликов под YouTube. Создаем здесь аккаунт, нажимая на Sign Up. Для этого тоже можете использовать Google почту с генератора почт Emailnator. После создания аккаунта нажимаем на синюю кнопку Studio. Дальше нажимаем здесь на функцию Voice Over. И дальше нажимаем на эту кнопочку «Спросить искусственный интеллект». Эта фишка поможет нам написать сценарий для абсолютно любой, как видите, соцсети, но нам нужен YouTube, поэтому мы выбираем YouTube и здесь видеосценарий. И чтобы написать реально интересный сценарий для ролика, который может стать потенциально вирусным, вам нужно написать очень подробный, детализированный промпт для этой нейросети. Чтобы вам упростить этот процесс, я, друзья, потратил много времени на создание вот такого шаблона, который вы можете использовать для любой идеи, в любой нише. Как это вообще работает? Я оставил вот здесь пустые места в скобочках, которые вы должны заполнить информацией о ваших видео. Например, в первой строке мы просим: напиши вовлекающий сценарий для видео на YouTube под названием, и вставляем название вашего ролика. То есть вот то, что нам придумал ChatGPT. Дальше видео посвящено, и здесь уже можете написать от себя. Вот, например, у меня, да, видео посвящено